Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Сведет ли вас судьба снова? Будет ли продолжение ваших отношений? Либо вы просто встретитесь, поговорите. Сейчас мы все посмотрим. Загадайте, пожалуйста, на себя и на мужчину. И загадайте, пожалуйста, свой срок. Давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, интересно, смотрите, как вас показали. Видите, вы как две птички, которые с одной стороны бьется в стенку такую глухую, а другая с другой стороны. Вы друг к другу так стремитесь, так тянетесь. А вот стена между вами. Стена. А вы похожи, наверное, очень сильно. Смотрите, у одних отыграется, что вы похожи очень сильно, а у других отыграется, что чувства друг к другу прям одинаковые, вот один в один. Давайте я еще на оракуле посмотрю, просто хочу раскрыть вашу личность и его. Опять же, вам будет легче понять, подходит вам эта отсыпка или нет. У нас отсыпка все-таки общая. Потому что здесь такие знаки сильные, вот знаете, сильные, судьбоносные, про любовь. Вы две прекрасные птицы, которые друг к другу стремятся. Знаете, даже какая-то верность, что ли. Ага, про вас очень мало и про мужчину рассказано. Просто хочу узнать, для кого это отсыпка. Так, мужчина. Женщина. Так, мужчина. Ой, какой хороший мужчина. Слушайте, он всадник, он вестник. Прекрасный потенциал. Человек, который всю жизнь развивается, учится, всегда есть цель, всегда есть таргет, к которому он стремится, к которому он идет. Да, может быть, не всегда и не сразу получается. Да, где-то романтичен, да, где-то надеется, да, там на авось. Но тем не менее, человек на протяжении всей своей жизни развивается, учится, набирается опыта. У таких людей прекрасное будущее, просто замечательное будущее. Не все сразу, не одномоментно, но к определенному возрасту такие люди добиваются грандиозных успехов. Мужчина мне нравится. Кстати, очень красивый мужчина. Действительно красивый, сильный. Знаете, хорошая генетика, про таких говорят. Он хорош собой, и физически развит, и здоровье у него такое, знаете, вот мощное, я бы так сказала. Если он за собой, конечно, следить не будет и будет злоупотреблять алкоголем, табаком, то может быстро потратиться. Но в целом потенциал очень классный. Дети красивые родятся. Очень красивые от такого мужчины. Сейчас он весь в каких-то гонках, делах. Опять же, у кого-то отыграется, что он стремится к вам. Да, он как этот всадник готов преодолеть бесконечные пространства, лишь бы добраться до вас. А у кого-то в прямом смысле отыграется, что мужчина на пути к вам, в дороге на пути к вам. Хороший мужчина. У него, кстати, какие-то бумаги, документы, опять же, деньги у кого-то отыграются, да, вот прямо на пороге получит скоро. Так, вы. А у вас башня. Девочки. Ну что же вы так себя закрыли, приковали в 4 стенах? Вы то ли абсолютно закрылись от людей, то ли вы по натуре такой человек, который не любит себя раздавать, не любит о себе говорить, не любит больших и шумных компаний.
То есть у вас какой-то избранный круг людей, с кем вы общаетесь, и шума вы не любите. Вы вообще как одиночка мне идете. Одиночка, вот сама на себя, сама за себя. Кому надо, помогу, да, кто просит, не просит, помогу. А вот если мне, то я скромная, да, я не буду просить помощи. Да, вот сама справлюсь. Получится будет, не получится, значит не мое. У вас, кстати, очень сильный характер. Вот он по характеру более какой-то сговорчивый, что ли, более открытый. А вы прям скала, скала. У вас, кстати, потенциал больше, чем у него. Потенциал. Но вам не хватает, знаете, вы всего можете добиться. Вы можете, я не знаю, там, президентом стать. Понимаете? Вот такой потенциал. Но вы слишком закрыты. Все-таки надо как-то впускать энергии людей. Нужно изучать людей. Нужно выходить в люди к людям. Вот если бы вы почаще, может быть, в какие-то общества ходили, там, не знаю, будь то дискотека, клуб по интересам, не знаю, там какие-то собрания, вам бы легче все давалось. И опять же, вы бы очень удивились, как много хороших людей, как много прекрасных людей, которые ни от кого ничего не ждут, похожие, кстати, на вас, да, которые готовы вот так же, как и вы, безвозмездно помогать, поддерживать, участвовать. Да, да. Вы интересно, к вам люди тянутся, но вы стену, вот между собой, этими людьми вы выставляете стену, кстати, защитную. Не исключено, что в прошлом вас, такие учителя попадались, да, плохие люди, которые вас обижали, и вы просто закрыли свое сердце от других людей. И, девочки, еще, у вас такая тоска сильная, вы по этой тоске, да, на этом фоне вы рискуете заболеть. Вот в прямом смысле слова заболеть. Я имею в виду физиологию. Здесь может быть что угодно, начиная там от простуды, заканчивая гормональным фоном, который начнет шалить и гулять. Прекратите. Вот он, видите, мчится к вам. Вы два голубя, вы друг друга любите, друг к другу стремитесь. Ну что же вы так убиваетесь, мои хорошие? Прям какая-то безнадежность идет от этого аркана. Как будто бы вы думаете, все пропало. Вот буду как эта башня одна. И любви не будет, потому что люблю его, а его нет. Я про него ничего не знаю. Да, вот как-то вы прям ушли в какую-то зону бесконечной тревожности. У вас какие-то разлады идут по состоянию здоровья. Прекращайте. Вот он прекрасный вышел. Девчонки, не сметь, не унывать, не сдаваться. Не сдаваться. Вы зачем пришли на эту отсыпку? Чтобы увидеть вот этих двух прекрасных голубей. Вы же их видите. Вот один вы, прекрасная голубочка. И вот он, прекрасный голубь. Видите, как он грудь расправил, в отличие от вас. Вы так скукожились немножко, а он так грудь расправил. Смотрите, вот она его грудь. Да? Вот одно крыло, вот другое. А вот голова гордо поднятая. С него пример берите, девчонки. Вы что? Господи, такая умница, такая красавица, такое будущее. А она, скукожилась. Что происходит? Прекращайте. Все. Кстати, вот хочу предупредить, возможно, в ближайшее время у вас какие-то проблемки с госорганами, либо с получением каких-то бумажек, документов. На работе, кстати, могут там деньги задержать, либо, знаете, даже какой-то штраф вам могут выписать. Будьте поаккуратнее. Такое предупреждение. Так, все, не унываем. Смотрите, у вас даже цвета арканов одинаковые вышли. Одинаковые. Любите одинаково друг другу. Одинаково по друг другу тоскуете. Но только он верит, что у вас все будет хорошо. А вы почему-то в безнадегу ушли. Понятно вам? Не надо этого делать. Так, смотрите, вот эта стена между вами, она непростая. Здесь мне вот почему-то идет, что здесь как-то высшие постарались, поработали. Эта стена все-таки защитная вышла, да, не оборонная, а защитная. То есть вас разделили, да, таким образом, чтобы защитить вас и защитить его от каких-то необдуманных действий, поступков и, возможно, каких-то последствий. Опять же, это общая отсыпка, да. Здесь какой-то тайный замысел высших сил. Здесь и защитить, и проучить, и довести до правильной кондиции.
Потому что все-таки вы дамочка закрытая, вы дамочка сомневающаяся. Мужчина, в отличие от вас, он такой: все, хочу, люблю и море по колено. А вы такая нет. Вы подумать можете, и вас что-то может там встревожить. Вы такая любите проанализировать, сделать какие-то выводы, а лучше 10, а лучше разных, да, на всякие ситуации. Ну, такая вы немножечко замороченная. Вы простите за слово, но вот прямо оно идет, и я ничего с собой поделать не могу. Значит, девочки, вам судьба, шанс быть вместе, не просто встретиться, а быть вместе, 100% подарит. У вас тут ключ между вами вышел, причем ключ очень необычной формы. Встреча будет у вас, и встреча будет настолько нежной, настолько эмоциональной, настолько страстной. Вот никто не устоит, вы тоже не устоите. Но перед тем, как состоится эта встреча, у вас тут какой-то другой мужчина рисуется. У кого-то отыграется, что из прошлого, у кого-то отыграется, что из настоящего. Да, есть такие дамочки, кто сейчас с кем-то в отношениях, либо, может, даже в браке состоит, и все-таки придется разбираться со своим мужчиной. А у кого-то отыграется, что это какой-то наглый поклонник, который начнет к вам лезть. Вы его будете от себя отталкивать, включать режим ежика, а он будет все равно лезть, причем как-то по-хитрому, он у вас, скорее всего, обманывать будет. Да, мне тут мужчина такой лицемерный вышел, обманщик, лицемер и бессовестный, давайте говорить прямо. Даже если это ваш муж, например, отношения у вас не очень, он понимает, что он вас теряет, и вот он начинает нервничать, придумывать всякие там стратегии, планы, уговаривать, и говорит: ну все, я там поменялся, там пить бросил, это я не буду, это буду, там все для тебя, все для семьи, дай мне там возможность себя проявить, такое, да. На самом деле он каким был, таким остался. Просто хитрость на полную включил. Прошлый, бывший, да, то же самое может делать. Может там бить на воспоминания: да помнишь, как нам было хорошо, да давай вернемся, да я вот такой, я вот всякой, там себя пухом, перьями будет посыпать, блесточками, да, там таким привлекательным. Ну и опять же какой-то наглый поклонник, который будет вам бесстыдно, бесконечно врать в глаза. То есть все, что он вам будет говорить, сразу нужно минусовать. Это все брехня, причем чистейшая. Вот, какой-то мужчина прям голову вам морочит. И вот с этим мужчиной вы должны пройти это испытание. То есть если дадите слабину, пиши пропало. Этот вернется, увидит, что вы с другим мужчиной, вы разобьете ему сердце, все, он больше уже не появится. Почему я так говорю? Потому что вижу, что вы настолько себя травмировали мыслью, что вы вот одна одинокая останетесь, как эта башня, что вы уже готовы, я не знаю, любому поверить. Простите, за правду, кто, как не я, вам должен это сказать. Вы же за этим пришли, за правдой, вот я вам правду и говорю. Поэтому, мои хорошие, тут такой совет: выбирать себя, выбирать свой комфорт, свое спокойствие, душевное, сердечное, и заниматься не мужиками, а именно с собой. Не вот этим, что «ой, я одна останусь, у меня возраст, у меня там то, у меня все», а именно работать на себя, на свое будущее, и никаким мужикам не доверять, да, что вот мужик будет меня там содержать, помогать мне будет. Не делайте этого, пожалуйста, не делайте. Это все обманка, самообманка. Вы ведь все и так на себе тащите, да? Даже когда с мужчиной жили, то тоже на себе тащили, там, с бывшим, с настоящим. И что вы думаете? Легче станет? Нет. Разве вам нужно что-то делать? Вы очень талантливый человек, очень способный человек. Кто-то прям действительно карьеру может сделать,
да, вы на пути вот к повышению, к какому-то продвижению, к какой-то хорошей новой работе. Занимайтесь этим. Не думайте вы про это одиночество. Не думайте. Я вам сейчас тут секреты раскрою. Вот он, видите, в самом венце. Видите? Здесь у меня парочка стоит. Одинокой вам точно не быть. Точно. Даже если не вот этот персонаж, то будет кто-то другой. Поэтому не заморачивайтесь, вы не башня. Нет, вы башня, но только по стойкости характера. А во всем остальном нет. Не одинокая, 100% нет. На роду написано быть в паре. Быть счастливой написано на роду. Вот, так что делайте правильные выводы. Так, по поводу мужчины. Ну, мужчина весь в делах, девочки. Весь в делах, весь в заботах, попа в мыле. Что-то он решает, с кем-то он разбирается. Тут и змеи, и какой-то дракон, и какие-то люди, как мутанты какие-то. Ой, ему тут еще биться, сражаться, выбираться еще предстоит. Но он, в отличие от вас, под стимулом. У него стимул — это вы. Любовь к вам, тяга к вам. Да, это действительно тяга. Поэтому за мужчину я тут вообще не переживаю. Он прирожденный победитель, девочки. Он прирожденный победитель. И он своей победы добьется 100%. Он справится со всеми этими людьми. У кого-то, кстати, отыграется, что мужчина, может, и не свободный, может, он там разводится, да. Либо как-то с семьей своей разбирается, с бывшей, настоящей, неважно. Он себя не даст обидеть. Он победитель. Он выберется. А вот вы немножко в такой смуте находитесь, понимаете, в смуте. У вас тут и сомнения, и переживания, и страхи. Ну, каша-малаша, понимаете, да? Так что, девчоночки, про мужчину не думайте. Он молодец. А вот с собой договоритесь, разберитесь, поставьте себе цели. Не заморачивайтесь и идите вперед. Идите вперед. Только вперед. Смотрите, тот срок, который вы загадали, немножечко не вложились, к сожалению. Не вложились. Тот срок, который вы загадали, у вас еще встреча не происходит. Но уже какие-то вот ощущения, у кого-то весточки от мужчины начнут приходить, доходить до вас. Встреча у вас состоится немножечко попозже. Ну, прям там крохотулечку, да, чуть-чуть попозже состоится встреча. Причем именно мужчина к вам приезжает. То есть это его приход, приезд к вам идет. Не так, что вы где-то там договорились, встретились. Нет, он едет лично к вам, за вами он едет. Он приедет к вашему дому, он приедет к вашей работе, там, к учебе, да, где вы будете находиться. Он будет знать, и он туда приедет. Приедет очень пафосно, очень красиво. Тут подача такая мощная идет. Ну, радости будет очень много. Главное, чтобы эта радость не обращалась тем, что вы с другим мужчиной. Да, другому мужчине сказали «да», дали зеленый свет. Если он узнает, что вы с другим мужчиной, девчонки, он просто без всякого развернется и покинет просторы вашей жизни. То есть он будет уважать ваши решения. Даже если будет вас безумно любить, там, он будет страдать, он будет рыдать, он будет там, руки в кровь бить, но скажет: я не имею права мешать своей любимой женщине. Если она счастлива с другим, я должен удалиться. И он так и сделает. Вот, поэтому я вас тут тоже предупредила. Срок, который вы загадали, и плюс там, ну не знаю, неделя, но максимум 2. И вот идет у вас такая яркая, красивая встреча. Но судьба вас точно сведет. Сведет. И, к сожалению, единственное, я не могу понять, вы созданы друг для друга, либо здесь что-то другое. Давайте я посмотрю еще на оракуле. Потому что вижу, что вам быть в паре, я вижу, что вам быть счастливой. Только не могу понять, с ним, либо с кем-то другим. Созданы вы друг для друга. Что Высшее скажет? Вы созданы друг для друга. Девочки, по солнцу, вы друг другу по судьбе.
То есть то, что вы там встретились, полюбились, и то, что вы еще раз должны встретиться, это все по судьбе. Опять же, смотрите, вышли горы. Это те препятствия, которые идут с вашей стороны. Башня, горы, да? Из одной серии. Он, вот он, летит. Летит. Смотрите, голуби, да? Вот она, птица. Но это, правда, не голубь, но тем не менее. Судьбоносная встреча у вас точно состоится. И все зависеть будет только исключительно от вас, от ваших действий, от ваших решений, от вашего настроя, от вашего состояния. Так идет. Ну, встреча прям по солнцу подарена вам будет. Подарена. Вот чтобы вы опять встретились, поговорили, ну и как бы, да, приняли окончательное решение. Если вы к моменту встречи будете одна, все просто чудесно. Тут любовь, морковь со всеми вытекающими. Если вы не одна, ну, прости, прощай. Так идет. Так, мои хорошие, немножко такая сумбурная у нас отсыпочка вышла. Ну, как бы все бывает, да? Все в жизни бывает. Я думаю, что дала вам подсказочки, а вы уж там каждая решайте сама за себя. Опять же, вы все разные, да? Кто-то более любит, кто-то менее любит, да, опять же. Может быть, у вас и с мужем все еще наладится. Ну, вы же его знаете, что какой он есть. Вы уже научились с ним обращаться. Может быть, в этом будет ваше счастье, будет ваш мир. Это умение обращаться со своим мужем, приспособиться. Ну, я вижу, что вы счастливая. По итогу в венце вы у меня стоите счастливая в паре. Видите, венец сдвинулся на вашу сторону. То есть это же счастье вдвоем, но это счастье женщины в первую очередь. То есть тот мужчина, который будет с вами, он вас будет делать счастливой. Ну, а вы его там уже другой вопрос, да, это уже не важно. Но вы с ним счастливая. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.